Здравствуйте, меня зовут Макарова Софья, я учусь в 21-й школе в 5 Б-классе и хочу прочитать вам отрывок из рассказа Ирины Игнатовой «Джин Сева». Поздно вечером позвонила Ирка. Я забралась с трубкой под одеяло. «Слушай», – зашептала она мне в ухо, – «ты еще не загадала ничего?» «У меня идея. Желание 100%, не подкопаешься. Запоминай, пусть никто никогда ни с кем не воюет, и будет миру мир. А? Как тебе?» Я же говорила, что Ирка не подкачает. Классное желание. Нет, честно, без дураков. Никаких бомб, никаких снарядов, никаких горящих точек, атомных взрывов больше не будет, черных развалин вместо домов. Сева, ну-ка, ты все равно читаешь мои мысли. Давай, приступай к исполнению, а то сейчас наверняка какая-нибудь бомба взорвется. Давай быстрее, делай мир во всем мире. У батареи раздалось хлюпанье, чпокнула тапочка. Сева выбрался наружу. Мне-то что, я могу. Только вот продержится это недолго. Бесполезная трата последнего желания. А бесполезная потому, что кто-нибудь через несколько минут загадает желание в войне победить. И все тут. Как же аннулирован? Почему аннулирован? Почему чья-то война важнее моего мира? Да не важнее, устало объяснил Джин. Просто наступает очередь следующего желания, которое автоматически отменяет твое желание, если оно мешает. Вы логику в школе проходили, а информатику? Минуту до полуночи, сказал Сева. Может быть, ты хочешь собаку? Ну или котенка? Нет уж. Не надо мне собаки. Давай, чтобы мир. Пусть он хотя бы 5 минут продержится. Зато кого-нибудь не убьют. Наверное. Сева сел на край дивана и погладил меня по голове. Рука у него была сухая и теплая. Спи, Виктория Викторовна. Двойная победа. Я выполнил все твои желания. Можешь отдохнуть. А я пошел. У меня был джин. И целых 4 желания. А я так ничего не загадала. Вон, Женька со своим семицветиком оказалась меня умнее. Она хоть Витьку вылечила. Сева, погоди, пожалуйста. Секундочку, 2 минуточки. Сева перестал таять и ждал, что я скажу. Сева, а какой сок твой самый любимый? Апельсиновый, улыбнулся он. Мой тоже. Мы увидимся еще. Но Джин ничего не ответил. Через несколько минут он вовсе растворился в темноте вместе с тапочками. А на столе остался мой любимый апельсиновый сок.